Жизнь не может иметь другой цели, как благо, как радость. Только эта цель, радость, вполне достойна жизни. Отречение, крест, отдать жизнь – все это для радости. И радость есть и может быть ничем не нарушаемая и постоянная. И смерть приходит к новой, неизведанной, совсем новой, другой, большей радости. И есть источники радости, никогда не иссякающие. Красота природы, животных, людей. Лев Николаевич Толстой. Здравствуйте. Мне очень понравился девиз, который несколько лет назад услышала я от старателей золотодобывающей артели Печора. Человек, который не может решить проблему, сам становится проблемой. Увы, в нашей жизни одни проблемы уходят, другие приходят, и порой даже очень сильному человеку трудно справиться с ними. Говорят, в таких случаях помогает юмор. Я согласна, но даже смех у нас бывает сквозь слезы. Мне не часто приходилось бывать за рубежом, но каждый раз, возвращаясь в Россию, меня не столько поражала грязь на наших улицах и наши разбитые дороги, сколько лица людей. Озабоченные, хмурые, озлобленные. Конечно, вряд ли нам удастся решить все наши проблемы, но увидеть и оценить красоту, радость нашего бытия и просто улыбнуться друг другу – задача, на мой взгляд, посильная для нас с вами. Народный художник Республики Коми Владимир Афанасьевич Рохин живет и работает в Сыктывкаре. Начинал постигать азы творчества в изо-студии Дома пионеров, который руководил живописец Николай Александрович Ремзаков. Затем учился в Московской детской художественной школе. А после окончания Московского художественного института имени Сурикова, где он занимался мастерской скульптора Манизера, возвратился в Сыктывкар. Каким образом ты оказался в Московской детской художественной школе? Виноват в этом отец. Он видит, что я люблю ковыряться, люблю глину держать в руках, люблю резать дерево. Вот. Он посадил меня в самолет, повез в Форт, и закончилось мое бытие в Сыктывкаре, потом началась жизнь в Москве. Удачным для Владимира Рохина было участие в художественных выставках. Будучи студентом в 1961 году, он дебютировал на Всесоюзной художественной выставке в Москве с скульптурным портретом «Девушка Коми», выполненным в дереве. Работа была закуплена Министерством культуры Российской Федерации и сейчас хранится в Красноярском художественном музее. Быть скульптором нелегко. Эта профессия требует больших затрат времени и физических сил. Но это не пугает Владимира. Он в постоянном поиске новых форм, новых технологий. Работает скульптор с различными материалами, с деревом, камнем, металлом, а порой в его скульптуре соединяются 2 или даже 3 материала. Достаточно увидеть хранителя пчел, чтобы понять, что скульптор не ищет легких путей. Мне хотелось бы знать, какова роль ремесла в твоей профессии? Ой, это вообще бесконечный разговор. А вообще-то это каторжный труд. Надо тесать камень, надо рубить дерево, надо шлифовать. Вот, что только не надо, надо сваривать. То есть тут все работы, такелажные работы. Надо иметь очень крепкие мышцы Шварценеггера, чтобы, допустим, поднять этот камень. Вот как я обхожусь, допустим, сил-то вроде немного. Вот, я сделал станок вот такой, который на котором можно поднимать тяжести, подставку. Сделал тележку, на которой можно перевозить тяжести. Вот, одна из последних работ, вот этот крестовик, на который установлен манекен. Вот, можно вращать, поднимать по высоте, придавать форму. То есть тут работы абсолютно разные, вот, и все они связаны с определением материала. Вот отсюда и ремесло. Вот, когда работаешь с материалом, вот, оно и где-то навыки, вот, появляются работы с самыми разными материалами. Самый, конечно, тяжелый материал – это гранит.
надо очень долго рубить, пыхтеть, в жару, в солнце, в холод, чтобы снять кусок камня. Правда, есть приемы разные. Сейчас инструменты и новая техника появилась, но, к сожалению, это пока для меня недоступно, и вот приходится все делать физически, вручную. Как скульптор, ты какой предпочитаешь материал? Все материалы хороши. Даже резина может пойти на скульптуру. Даже оболочки, вот, надувные вот, шары, вот посмотреть, которые плавают в небесах, это же настоящая скульптура. Не просто шар, а там бывает изображения вот, разные. Вот, это все скульптура, она связана с объемом, поэтому вот любой объем это вот, требует своего материала. Ну там еще разные моменты, вот, когда надо включить тот или иной материал. Бывает сочетание материалов. Поэтому сказать, что я люблю вот только дерево или только камень, это нельзя. Они работают в самых разных материалах. Когда поставил перед собой задачу, думаешь, в каком материале она будет выглядеть. И начинаешь искать подходы к этому материалу. Ну, конечно, если бы я был такой кондовый ремесленник, я бы сидел на одном материале, ну, допустим, бы на дереве, и все бы из него выжимал. Но поскольку мне приходится выполнять абсолютно разные заказы, и с таким материалом приходится работать и с другим, вот, то поставленная задача, она диктует вот именно этот материал. Допустим, гранит. Вот. Ну, если памятник, допустим, мемориальный, ну вот из чего это можно сделать? Ну, из гранита, ну, из бронзы или из металла. Вот. Даже можно из дерева сделать, правда, он будет недолговечен. Его скульптурные композиции могут быть сварными, литыми, вырубленными или резными, монохромными или раскрашенными, традиционными или авангардными. Владимир всегда в своих работах стремится к высокой духовности. Может быть, именно поэтому он обратился к образу Стефана Пермского, воссоздав его облик в камне. Мощей его не сохранилось, черепа не сохранилось прижизненных портретных изображений. Если посмотреть весь тот визуальный материал, который мы имеем в наличии, иконы и так далее, мы увидим, что Стефан Пермский разнолик. Здесь такой портрет, здесь такой портрет, совершенно разный. Вот. Что касается меня, то все началось с камня, который стоит перед домом художника. Этот камень с Стефановской площади. Вот. Когда-то наш директор перевез ее в фонд, когда там ставили Ленина. Ну, копнули землю бульдозером, выкопали валун. Ну, видимо, он где-то в фундаменте. Обычно их раньше использовали под фундамент. Вот там стоял Стефановский собор. Ну, естественно, отсюда и появилась мысль из этого камня и звать лик Стефана. Вот. Увидел я его, конечно, во сне. Как все работы обычно, они появляются где-то во сне. Вот. Вписал, надо вписаться в этот камень, использовать. Это валун, который много веков назад ледник внес сюда. Вот. Его люди использовали. Этот валун свидетель всех событий, которые тут были в истории человечества и на этой земле. Так что он в какой-то степени несет в себе информацию. Но это, конечно, все, так сказать, фантазии. Вот. Но тем не менее, вот где-то вот так и происходило. А потом появился второй камень в основании, тоже привезенный из Карелии. Он, правда, через Москву. И два камня, вот, которые один привезли из них, а другой перевез человек. Вот. Эти камни, конечно, выкупил и поставил вот на постамент. Он уже прижился около фонда, и можно так вот, если даже убрать фонды сиротеев. Вот. Ну и еще что сказать. Вот я делал по Стефану Пермскому памятный знак, который сейчас висит на площади, на Краеведческом музее. Это памятный знак по поводу там 620-летия какой-нибудь письменности. Там примерно тот же самый Стефан, как бы, ну, слегка, может, похож на тот, который в камне. Вот. Но там другое немножко содержание. Он выступает как просветитель, как создатель тут, вот, как миссионер и так далее. В общем, человек незаурядный. Все это тем я загорелся. Ну и вот статуэтка Стефанский стол. Я еще обратила внимание по тем предыдущим выставкам, что ты показывал, на которых ты показывал свои работы, что у тебя были работы такого скульптура языческого характера. Хотя бы вот вспомнил Якморт. Ты вообще будешь возвращаться к этой теме? Будешь ли ее развивать? Такую правду.
сама скульптура изначально это языческое ремесло. Вот, или искусство, так назовем. Вот. Издревле человек занимался скульптурой. Вот, какие шикарные оставил нам памятники. Возьмем Древнюю Грецию, Рим, вот, Испанию. Все страны переберем, везде найдем шикарнейшие образцы скульптуры. Они все носят языческий характер. Вот. Но, тем не менее, есть религиозная скульптура, связанная с православием. Правда, в православии это не так выражено, допустим, как у католиков. Вот. Но язычество, оно сидит все равно внутри, несмотря на то, что и православие тоже интересует. Так что тут я считаю, что, допустим, вот если скульптуру соединить с православием, мы получим православную скульптуру. Если скульптуру соединить с пчеловодством, мы получим скульптуру, связанную с пчеловодством. Вот, кстати, у меня есть скульптуры, которые связаны с этим. Вот. С чем бы ни было, с политикой соединим, мы получим политическую скульптуру. У нас в городе ее достаточно много, и я тоже виновник некоторых проектов. Рохин – единственный скульптор в республике, работающий в жанровой скульптурной композиции. Его творчество богато фантазией, а скульптуры удивляют смелостью художественных решений, новизной технологий и широтой взгляда на мир. Прежде всего, Владимир влечет в себе красота, ее многоликость. Что такое красота и почему ее, как говорится, обожествляют люди? Вот по молодости я думал этим вопросом и понял, вот сейчас я понял, что я в этой красоте ничего не понимаю. Вот. То, что кажется мне красивым, другим кажется, ну, может быть, не очень. Но это, наверное, на самом деле так. Вот. У одних народов одна красота, допустим, у китайцев другая красота, у некоторых другая красота. Короче говоря, красота, она разноликая, разноплановая, и со всех сторон, если подойти. Вот. Но есть где-то такое чувство, где, по-моему, каждый поймет, что это красиво. Вот, допустим, лайнер, самолет, летает, садится. Красиво, красиво. Это даже любой поймет, без всякого образования. Вот. Посмотрит, красиво сигара летит в небе, сверкает, плавно садится, причем мощная махина, а форма красивая. Вот это все ведь работа скульптора, могу сказать. Ну, конечно, инженеры, ясное дело, а форму задает скульптор как бы душе, каждой душе скульптор. Даже домашний хозяйка тоже скульптор. Делая пельмени, допустим, сейчас, правда, машины печатают пельмени, но хотя бы пирожки или торт, это ведь, в общем, она приобщается к нашему клану скульптуре. Скажи, пожалуйста, тебя как скульптора, какие темы волнуют? Вообще-то я человек, и интересуют все темы, вот, как любого человека. Вот. Но тема красоты это понятно. Вот. Интересует тема экологии. Вот. У меня, кстати, много работ по экологии есть. Вот. И, кстати, самая любимая. Вот. А вообще-то жизнь задает массу тем, и хочется как-то вот эти темы отразить в скульптуре. Что я делаю? И вот наступает самый трудный момент для творческой личности – ожидание признания. Когда работа завершена, допустим, у меня, кстати, очень много незавершенных работ. Вот. Когда работа завершена, мне кажется, что она удачна. Проходит некоторое время, я думаю, вот тут ошибся. Хочется пойти по второму кругу и сделать по-новому. Ну, совершенству нет предела, честно говоря. Вот. Но я многими работами недоволен. Владимир Рохин – удивительно яркая творческая личность, внешне скромен и сдержан. Его незаурядность и повышенная требовательность к себе определила ее творческую судьбу. Он выработал для себя заповеди, которые помогают ему жить. Это «Сотвори образ», «Сотвори мир», «Сотвори красоту», «Сотвори понимание», «Здоровье», «Жизнь». На крыше здания художественного фонда, где находится мастерская скульптора, Владимир 7 лет держал пчел. Они и сейчас живут там, в своих домиках. Наблюдение за их кропотливым трудом художнику дает богатую информацию для размышления. Откуда у тебя такая любовь к пчелам? Все началось очень просто. Вот. Примерно так. Когда я закончил институт, это где-то 64-й год, я приехал в Сыктывкар, и я понял, что здесь никому абсолютно не нужно. Кроме родителей, конечно, и братьев и сестер. В фонде заняты своими делами, заказов ноль.
Ну, тогда начинается там где-то что-то, какие-то архитектурные не делают там детали, вот наши скульптора Бориса и Мамченко, а я как снег на голову свалился. Вот. И, честно говоря, у меня даже было разочарование в том, что хотя в Москве там всегда совершенно другая, вот, здесь это никого не интересует. Я, кстати, привез из Москвы диплом, она называлась «Невесомость». Эта композиция меня простояла в фондовском сарае, а потом вывезли на свалку. Разломали, выбросили на свалку. Ну, а отсюда где-то вот захотелось, тогда нельзя было пойти в церковь исповедоваться, тогда вообще это было как-то комсомолец все-таки. Вот. Как-то попала книжка про пчеловодство. А почему бы не заняться этим делом, этим ремеслом, ну, я уж по привычке сказал ремеслом. Вот. К тому же здесь, около 12 школы, была пасека, где-то около там 10-15 ульев. Там Филипп Антонович такой был, который вел этот кружок юнатов. Вот. Мы и сестры ходили туда, вот. Я заглядывал. В городе живут пчелы, приносят мед. В конце лета каждый получает по баночке меда, это так прекрасно. Вот. Ну и я завел пчел. И они у меня живут здесь, на крыше, но в разное время по-разному. И погибали от холода и так далее. Я снегом засыпал их, вот на воздухе они живут. Они как бы утешение. Смотришь, как они работают, хочется так же работать. Владимир Рохин – автор многих мемориальных досок, скульптурных композиций, украшающих архитектурные постройки столицы Республики Коми. Он считает, что архитектура – это тело города, а скульптура – его лицо. Какое вот твое мнение, как скульптора, к скульптуре нашего города? К нашей скульптуре? Да. Ну, вообще-то у нас, если честно сказать, отрицательное отношение. Вот. Ну и некоторые такие несоответствия. Например, вот площадь Ломоносов стоит Куратов. Вот. На площади перед аэровокзалом стоит композиция, она называется «Рассветной Чукоткой». Кстати, я могу документально подтвердить так название этой работы. Автор ленинградский скульптор. Вот спрашивается, мы уже на Чукотке живем, когда смотришь на эту композицию. То есть какие-то такие вот нюансы есть, которые вот Оленин, когда стоял тут и перед вокзалом, кстати, это поставили место Ленина. Вот. Раньше он стоял, показывал в одну сторону, а в другом месте он показывал в другую сторону. Все Ленины, они были и показывали все разные стороны. То есть вот есть такие моменты, где вот меня где-то не устраивает наша скульптура. Кстати, тут ее не очень любят. Она скорее у нас политическая, чем такая вот, которая радует человека. Политика, она приходит и уходит, а вот скульптура остается. И вот все эти ошибки, которые мы накопили, вот, они перед глазами. В живописном месте на берегу реки расположился Кировский парк. Руками сыктывкарских скульпторов Владимира Рохина, Романа Бендерского и Анатолия Рыжакова был создан уникальный сказочный детский парк, которым любовались и гордились сыктывкарцы. Прошло несколько лет, и скульптуры постепенно разрушались безжалостными руками вандалов. Не побеспокоилась о сохранении заповедного уголка и администрация города. С грустью и сожалением бродят взрослые и дети по аллеям парка, и живым укором смотрят на них погибающий крокодил и несчастная баба-яга. И самое страшное, что уже нельзя повторить то, что было создано талантливыми и щедрыми руками художников.
Наш сегодняшний рассказ о мемориальных досках города Сыктывкара, столицы Республики Коми. Наверное, каждый из вас сотни раз в году проходит мимо этих табличек. Но ведь согласитесь, вряд ли хоть один сыктывкарец назовет все мемориальные доски нашего города. А идут очень интересные памятники, отражающие и наше представление о том, какую роль сыграли люди в истории нашего города, и наше представление вообще об истории, о прошлом. Это и произведения искусства. Давайте познакомимся с некоторыми мемориальными досками города Сыктывкара. А экскурсоводом нашим сегодня будет выпускник Коми Республиканского академического лицея при СГУ Алексей Рогачев, который и собрал материал об этих мемориальных досках. Итак, начнем. Я начну свой рассказ с этой доски, которая находится за моей спиной. Она висит на здании второго гуманитарного корпуса СГУ. Интересна она прежде всего тем, что из 61 доски, установленной в городе Сыктывкаре, она единственная на коми-языке. Посвящена она Матиасу Кострену, выдающемуся финскому ученому-языковеду. Установлена она центром Биармия в 91 году, то есть это не так уж и давно. Ну, это может быть где-то характерным и показательным, наверное, для нашего времени. Вот такая история. Факт остается фактом. Вроде и заботимся мы о коми-культуре и говорим о необходимости возрождения коми-языка, о его развитии, о развитии коми-языка. Но, увы, в столице республики Коми действительно всего лишь одна доска на коми-языке. А вот еще одна оригинальная мемориальная доска. Посвящена она выдающемуся финно-угроведу Василию Ильичу Лыткину. В ней сказано, что с 1972 по 1973 год он работал в этом здании. Но дело в том, что это здание было построено лишь в 1977 году. За моей спиной находится административное здание Коми-научного центра. Оно интересно тем, что на нем установлено целых 4 мемориальных доски. Среди них можно выделить доску, посвященную Александру Александровичу Чернову. По моей версии, это самая первая доска, установленная в нашем городе. Установлена она в 1966 году. Эта доска интересна тем, что ее постоянно меняли. Текст, который находится на ней, постоянно не устраивал партийных чиновников, и поэтому, по имеющимся у меня данным, ее меняли 3 раза. А эта доска наиболее интересная, на мой взгляд. Говорит она о том, что эта улица названа в честь Василия Николаевича Лапкина.
финансиста, предпринимателя, человека, много сделавшего для Коми-края. Но дело в том, что такой улицы в Сыктывкаре просто нету. Была такая история, хотели эту улицу переименовать в улицу Латкина, но так этого и не сделали, а доску повесили. Так и висит эта доска, ожидая своего часа. Ну вот, мы с вами совершили небольшую экскурсию по улицам Сыктывкара, познакомились с некоторыми мемориальными досками. Кто знает, может быть, и ваши деяния, уважаемые зрители, со временем будут отражены на них. Дерзайте, и вы имеете шанс попасть в историю города Сыктывкара. В августе 1957 года в Сыктывкаре при республиканской газете «Югут-Туй» вышел в свет первый номер журнала сатиры и юмора «Чушканзи». В течение последующих 40 лет Чушканзи, по-русски «оса», жалила направо и налево, по своему разумению и по подсказке, сначала тех, потом этих. Есть что вспомнить, есть что сравнить. О смешном, не очень и даже совсем не смешном расскажут некоторые из тех многих, кто делал и делает Чушканзи сегодня. Так как это был орган обкома КПСС, этот журнал, значит, то, естественно, значит, направление этого журнала было не настолько острым или зубастым, как бы, знаете, вот. То есть были осторожные моменты, когда или вот эта тема, или этот рисунок, или он пройдет, или не пройдет. Ежели чрезвычайно, значит, вот такой вот острый рисунок, и смелый, может быть, значит, по духу, он, конечно, знаете, не проходил. Тогда художник как-то тоже думали, художник тоже думает, он тоже хочет жить. Он же хочет жить тоже. Вот, а цензура еще. А цензура у нас она осуществлялась через редколлегию газеты. Тогда был еще не свободный журнал. Вот. Ну, там была умница, ответственный секретарь Антонина Макаровна Калимова. Она очень четко это прослеживала. Это, можно сказать, вышкаленный работник печати была. Вот. Но она сейчас на пенсии. Вот. Но она учила работать художников и журналистов, которые писали для журнала Чушканзи. Она учила их понимать правильно по тем временам понятие, что можно, что нельзя. Частенько были такие случаи, когда, скажем, кого-то нарисовали, раскритиковали, жалуются в Белый дом. В первую очередь покойному, значит, Свириденкову Михаилу Прокопьевичу, который курировал нас. Ну и он, значит, тут начинает устраивать нам разнос. Мы ему объясняем, что Михаил Прокопьевич, вы вначале разберитесь в сути дела, потому что нас критикуете, значит, ругаете. Теперь ситуация даже немножко осложнилась. Теперь мы как бы являемся, допустим, органом, значит, от главы республики и Госсовета. Представительная власть, исполнительная власть. Соответственно, мы сейчас, честно говоря, мы не можем, как говорится, и эту сторону власти тронуть, и другую сторону власти. Сейчас, можно сказать, у нас руки связаны. Трудно было, конечно, потому что уже настолько это изъезжено, это уже кругом такие штампы. Так что говорить-то? Можно было вспомнить политическую статью того времени. Там этих капиталистов с этими, дядя Сэм в шапке, там, то есть в цилиндре, значит, с бородкой. Да, было. У меня была такая одна карикатурка из-за шутка, углубленный в свой внутренний мир называлась. Это человек, у которого голова внутри, он себя разглядывает.
так это с кровью пробивался рисунок. Лучше вот там корову там дохлую, полудохлую рисовать, а вот такую тему уже и все. Тема какая-то такая не советская. Ну, художникам, конечно, было легче рисовать, скажем, значит, вот, сидящего за столом какого-нибудь бюрократа, заросшего паутиной и так далее, и так далее. Вот. Чаще всего, значит, это было вот это, к весеннему, скажем, там сел. Приходит весна в образе там девушки какой-нибудь, значит, и будет какого-нибудь там чиновника из сельского хозяйства. Разрабатывали темы для карикатуры. Ну и некоторые, конечно, карикатуры получались карикатурами, а другие получались просто иллюстрациями. Ведь что такое карикатура? Карикатура, чтобы посмотрел, и без всякого текста она вызывала либо улыбку, ну, либо какие-то эмоции, положительные, отрицательные. А некоторые, даже некоторые, ну, где-то половина рисунков, это были иллюстрации. Иллюстрации, которые не вызывали смеха, не вызывали улыбки, не прочитав текста под этим рисунком. Каждый держался за свое место и не хотел, так сказать, рисковать. Рисковать. Пусть лучше хуже пройдет по теме, не по теме, а по замыслу, но он все-таки, значит, ну, проходной рисунок, и дай бог, значит, номер выйдет. Я, например, когда пришел первый раз и принес рисунок первый раз, он у меня сходу не прошел. Мне заставили его переделывать. Не говорилось, значит, что где-то неправильно или еще что-то неправильно. Я переделывал, значит, второй, третий, в общем-то, 6 раз переделывал и носил его. В конце концов, значит, я сказал, значит, что тут неправильно, я сейчас тут же вам исправлю. Вот. Я сказал это полкоме, выучив, так сказать, вот язык, так сказать, и смотрю на меня удивленно, посмотрели, значит, ага, пойдет. И дальше все пошло, понимаете? Вот такой был пропуск у меня еще вот в те времена. Гораздо смешнее бывают другие вещи. Я не знаю, Виталий Иванович расскажет или нет, когда я принес первый рисунок в журнал, я нарисовал такую чисто изобразительную нелепость, которую, так сказать, нельзя пропускать. Например, у меня я сделал корову, рисовал, а поскольку я житель городской, корову видел, так сказать, только по телевизору, да, там, у коровы росли рога вот так вот, прямо вот так вот, как у козы, вот, прямо. А были случаи, когда даже с палкой приходили бить нас. Было и такое. Но я не буду называть, не хочу обижать. Да, ну, например, директор совхоза был один такой, не буду его называть. Еще были такие факты, когда, скажем, мы публиковали, и буквально это являлись в редакцию, чтобы, ну что ли, отомстить физически или как угодно. Делали журнал вдвоем. Александр Михайлович Матвеев, он сидел вот здесь, большой у него стол был, в этом кабинете. Там стоял другой стол, там сидел я, художественный редактор. Матвеев выпускающий. Он такой человек немногословный, как обычные юмористы, мало улыбается. Вот. И, значит, один раз пришла женщина, стук в дверь, заходит с хозяйственной сумкой. Вот. Говорит: здравствуйте, здравствуйте. А кто здесь у вас Александр Михайлович? Я сижу ближе и говорю: вот, пожалуйста, Александр Михайлович. Женщина подходит. Спасибо, что вы меня так хорошо покритиковали. Вытаскивая с сумки бутылку кефира и бух ему по голове. Бутылка разбилась, море там у него с кефира, с головы льется, он такой лысоватый немножко был, кровь. Я до чего ошалел, соответственно, она вышла и ушла. Говорит: Виталий Иванович, догоните, пожалуйста, догоните. Я вышел, след простыл. Проходит где-то полгода. Точно так же сидим, спокойно работаем. Стук в дверь. Открывается дверь, заходит женщина, малого росточка, и тут держит валенки, вот голенищами вставленные, вот так вот. Валенки подшитые вот такой толщиной. Очень мило поздоровалась. Здравствуйте, мне бы нужен Матвеев Александр Михайлович. Я думаю, ну валенки так, ну ничего страшного. Я говорю: вот, пожалуйста. Подходит эта женщина к столу. Здравствуйте, Александр Михайлович. Он также немножко кашлял, так говорит: здравствуйте. Поднимает этот валенок и бьет опять же его по голове.
Это, говорит, за то, что вы меня неправильно критиковали. И ушла так же. Очень многое из того, что было смешно тогда, сегодня отнюдь не смешно. Тогда смех, значит, был несколько иного характера. Значит. Но иные темы смех вызывали. Когда меня назначили сюда главным редактором, через полгода мне, еще был Совет Министров, вот, вдруг стали замечать, что в журналах что-то не то творится. Говорит, стало очень много обнаженных женщин в карикатурах. А я им фразу сказал. А вы знаете, мне надоело рисовать коров. Сейчас главное, чтобы смешно было. Вот, все. И тема вечная, так сказать, любовь, секс там и так далее, они сейчас идут у нас в журнале. И мне, например, так очень приятно, когда приходится решать какие-то вот такие именно проблемы, потому что я люблю женщин, потому что они это самое лучшее творение Бога. Всегда красиво, всегда приятно рисовать это. У меня что-то остался стереотип какой-то. Стереотип, что вот это нельзя, вот ширина. Вот остался у меня внутренний. Я не могу вот сейчас вот так раскрепощенно рисовать, как вот с Запада рисовали раньше. Мы смотрели там и шпильку, и шпигель, там и обнаженное тело, и там и секс, и чуть ли такие вот темы-то. Но я не могу вот, хотя меня заказывают, у меня все равно какое-то такое вот что-то вот. Тягостное прошлое движение. Не могу вот с чувством это сделать, выработать. У меня даже вот один рисунок есть, там сексом занимаются эти новые эти киоски. Ну, все какое-то такое, знаете... Легкость? Нет легкости, да. Такое, знаете, тяжесть лет, да? Тяжесть лет, да. У нас очень много, значит, смеха по поводу там неудач охотников, рыболовов, тех же землепашцев. У нас азиатский такой юмор, грубый. Нам еще, значит, до этого европейского, тонкого европейского юмора надо лет 100 расти. У нас молодежь не понимает юмор, это вот такие все. Приходится каждую картину, без слов рисунок. Без слов. У меня в основном рисунки без слов рисуют. Приходится рассказывать, пояснять, потом они что-то у них такое осветление на лице появляется. Да все смешно, если сделано талантливо. Я имею в виду и задумку по теме, и, конечно, исполнение. Когда рисунок тупой, то какая бы там тема ни была, она все равно провалится. По-моему, вот юмор, он смешнее, что вот, было, то и остается. Что и раньше было смешно, то и сейчас смешно, самое интересное. Вот я точно говорю, у меня вот, которые лет в начале были рисунки, вот, да, кажется бы, юмор должен устаревать, а юмор, оказывается, не устаревает. Сегодня на наш традиционный вопрос «Что человеку надо?» дает свой вариант ответа человек, о котором вы сможете узнать, открыв справочник «Кто есть кто в Республике Коми». Малафеев Евгений Александрович, режиссер драматического театра имени Виктора Савина. Родился 13 сентября 1956 года в селе Иосер Нижпогосского района Коми АССР. Разведен, имеет дочь. В 1979 году закончил Сыктывкарский государственный университет, филологический факультет по специальности коми-язык и литература. В студенческие годы один из ведущих актеров студенческого театра «СКАТ». По окончании учебы служба советской армии. В 1985 году поступил в Высшее театральное училище имени Щукина, имеет высшее актерское и незаконченное высшее режиссерское образование. К профессиональной сценической деятельности приступил, вернувшись на родину в 1989 году. Среди ролей, сыгранных на сцене драмтеатра, Трепелев, Капитан Миляга, Нушрок. Карьеру режиссера начал в 1991 году постановкой спектакля «Случай в зоопарке» по пьесе Эдварда Олби.
Режиссерскую работу совмещает с актерской, ставит пьесы на коми-языке. В партиях никогда не состоял, политикой не интересуется, проживает в Сыктывкаре. Сейчас Евгений Малафеев – режиссер и актер студенческого театра Сыктывкарского государственного университета. Всем Отечеству, человечеству и студентам. Я прочел в газетах биографию об одном американце. Он оставил все свое огромное состояние на фабрике, на положительные науки, свой скелет студентам в тамошнюю академию, а свою кожу на барабан, с тем, чтобы денно и ночно выбивать на нем американский национальный гимн. Увы, мы, пигмеи, сравнительно с полетом мысли североамериканских Соединенных Штатов. Я решил ограничиться одними студентами. Хочу завещать мой конец беру, студентка. Но с тем, однако, условием, чтобы на лбу его был наклеен ярлык со словами «Раскаявшийся вольнодумец инкогнито». Девушка, девушка, не сидеть пришли, не сидеть пришли, вы пришли, доскакать, 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 доплясать, если у вас, что купить, что продать, что купить, что продать, ежею продать, ежею продать, у того светлой, свет родной, на тревожки дает, первая выля, задевечь мой играть, другая выля, доскакать, доплясать, третья выля, задевечь мой играть. Вы, наверное, думаете, что я помешан. Я, конечно, буду помешан. Буду, наверное, но я пока еще... Нет, я пока еще не помешан. А пока я еще не помешан, я прочту вам пьесу под названием «Тараган». Один мой приятель, благородное лицо, сочинил одну гениальную басню Крылову под названием «Таракан». Ну, во-первых, мне очень надо, мне лично очень надо сейчас действительно передать привет своей любимой девушке. Вот. Люба, привет. А если говорить вообще, чтобы ощущение победы, к которому я отношусь неравнодушно, не покидало, так сказать, меня как можно дольше. Ну и других людей, потому что я все-таки представитель всего человечества. Да, ощущение победы обязательно человеку необходимо. Мне кажется, что и сейчас оно очень современно, эта необходимость, все-таки у нас общественная ситуация
ну, социально-культурно и прочее, прочее. Во всех планах она развивается как-то по нисходящей, не по восходящей, а по нисходящей. Этот кризис, которому вроде нет конца никакого, можно побороть, по-моему, только духом. Победа над собой, над кем, над чем, если конкретизировать? Нельзя поддаваться каким-то вот мелким обстоятельствам, обидам, из которых, собственно, вся повседневность состоит. Ну, как бы пытаться видеть что-то высокое, обязательно, романтическое, чтобы грело душу. Обязательно. Вот. А в человеке в самом заложен уже механизм очень сильной такой самозащиты, и его только надо, по-моему, развить в себе. Вот. Чтобы было по вере. Поверить в себя, и что-то это истина, каждому по вере. Скажи, ты стремишься к этому ощущению победы, или ты это чувство уже испытал? Это ощущение такое, оно складывается из огромного числа маленьких повседневных чувств. Вот. Но само по себе ощущение, что, мне кажется, что ощущаю. Ощущение победы Евгению Малафееву, безусловно, дает театр. Но говорить о театре он отказался, объяснив это тем, что язык, в частности слово, прямая речь, это все-таки прекрасная неправда. А театр – это язык универсального действия, где не только слово, но и жест, и эмоции, и чувства дают ощущение живого тока. Да, все. Я научу вас жить. Я заставлю вас поверить во все, во что верю сам. А не понравится, хотитесь ко всем чертям, даже туда, что называется в объятии абсолюта. Вертолет! Спасите! Спасите! Вертолет! Вертолет! Я здесь! Добрый день! Здравствуйте! Добрый день! Добрый день! Здравствуйте! Сегодня чудесное утро. Воздух. Что? Извините, а кто вы? Пардон, разве вам ничего не говорят мои крылышки? Ну? А разве ваши крылышки умеют говорить, да? Ой, какой хлесткий каламбур! Если б я был бы другим, я бы обязательно расхохотался. Но так как я, это все-таки я этого делать не стану. К вышеизложенному я бы хотел добавить, что мой мир вдвое серьезнее, чем все ваши миры вместе взятые. Но все-таки кто вы? Ребята, я спасатель. Что? Вы спасатель? Иногда мы там занимаемся и этим. А не только сеем чуму и сибирскую язву. Что, добрый спасатель? Да, добрый спасатель. И, наверное, мудрый спасатель? Конечно, мудрый спасатель. Где вы были, такой умный, такой мудрый, когда поезд переехал мою мамашу, а? Не сердитесь, мой друг, за всеми ведь не уследишь. Ведь вас стало так много на земле. Вот раньше, когда мы еще регулировали вашу численность, все было по-другому. Досадных недоразумений не случалось, мы всегда приходили вовремя, и хэппи-энд был обеспечен. К сожалению, времена меняются, и мы теперь спасаем не всех. Я в этом не сомневался. А вы знаете, дело здесь уже не только в том, успеешь или не успеешь,
об иных качественных отношениях со спасаемым. А вот, например, из вас двоих мы сможем спасти только одного, самого лучшего. Сегодняшняя доброта должна иметь право выбора. Тотальный гуманизм вряд ли оправдан. Да и нужен ли он? Нужен. Что? Я хотел сказать, что не нужен. Ну вот приятно встретить единомышленника. Сколько вам лет? Много. Бальзаковский возраст. Бальзаковский возраст. А в ваши годы Наполеон уже умер. Ну, он же был гений. А вы? Вот это скромность, вот это скромность, вот это скромность. Так, какой у вас ум? Ну, это же всего лишь череп. Для нас это уже ум. Моисеич, двойная макушка, основная примета правдолюбцев. Мы берем вас с собой. Сейчас поднимайтесь по веревочной лестнице вверх. Как дойдете до верха, потом по коридору прямо, потом свернете налево, потом опять прямо, дойдете до комнаты номер 8, дернетесь за веревочку и смело входите. Там вас ждет бразильский кофе. Попрощайтесь. Ну что ж, мой маленький альтер-эго. Приятно было с вами познакомиться. Провести вечерок. Жаль, что мы с вами так мало порезвились и не успели сыграть в шахматы. Вы знаете, в эндшпиле я очень силен. Но не надо расстраиваться, не надо плакать, а то ведь подумают, что мы привязались друг к другу. А мы ведь всего лишь случайные жертвы кораблекрушения. Не надо плакать, не надо. А то еще скажут, что мы с вами родные братья-близнецы, и выбор случайен. Но я же не ваш брат, не ваш, я ненавижу вас! Слышите? Слышите? Божественная музыка. Капельмейстер взмахнул жезлом. Вступили литавры. Солдаты комендатуры тянут носок, и, наверное, надо шить. Ну что же вы там стоите? Пойдемте, вас ждет новая жизнь, бразильский кофе, очаровательные гейши, ботанический сад. Я уже не говорю о многом таком, о чем вы вряд ли здесь догадываетесь. Мне как-то неловко. Ну ничего, подавите свое волнение, забраться по веревочной лестнице. Ну что может быть легче? Что может быть легче? Может быть, возьмем его на пар. Его нет. Это же бешеный бубуин. Я протестую! Это ваше право протестовать. Пойдемте. Там изысканнейшее общество, очаровательный ботанический сад. Чего такого? Пойдемте. Нет, я не могу принять вашего предложения. Я не могу принять вашего предложения. Право. Когда-то, видимо, наши средства выражения разовьются до такой степени, что мы будем говорить о любви, о радости, о победе совершенно свободно, не зажато, что ли. При помощи, может быть, просто взгляда? Вот при помощи чего, не знаю. Есть просто язык непосредственный, так сказать, неопосредованный. Есть же виды энергии, которые
пока только входит в жизнь. Но это то, что это будет язык именно радости, именно ликования, а не язык страдания, не язык стенания, не язык зависти, злости, язык именно ликования души. Вот. Язык, выражающий истинный лик человека, не такое внешнее выражение лица, а именно его лик, то есть высшее я, что-то связанное с высокими идеалами. Я думаю, что время для этого языка